Ингушетия стала участником новой грантовой программы Минсельхоза России «Агротуризм». Это отличная возможность для наших сельхозтоваропроизводителей получить господдержку и развить новые перспективные направления, отметил глава региона. Цитата: «Сельский туризм – это не просто дань моде, а перспективная отрасль. Это не только дополнительный доход для фермеров, но и популяризация местных продуктов, повышение туристической привлекательности Ингушетии». Уже сейчас наши фермеры могут претендовать на гранты от 3 до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Средства можно направить на строительство или модернизацию гостевых домов, приобретение оборудования и инвентаря, благоустройство территорий, создание зон отдыха и многое другое. Региональный Минсельхоз уже проводит разъяснительную работу среди сельхозтоваропроизводителей, призывая всех заинтересованных активно включиться в программу. Это наш общий шанс сделать республику еще красивее и гостеприимнее. Глава республики поручил руководству Минздрава составить ежегодный график плановой диагностики медтехники, а также рассмотреть вопрос обучения и подготовки необходимых специалистов по обслуживанию оборудования. Мы закупаем для наших больниц дорогостоящее оборудование. Для долгосрочного функционирования необходимо обеспечить своевременный контроль за его состоянием, написал Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Речь идет об аппаратах для диагностики внутренних органов и тканей человека. В медучреждениях республики есть 4 аппарата МРТ, 2 из которых нуждаются в ремонте, и 9 КТ, 1 из которых находится в нерабочем состоянии. На ремонт оборудования требуются большие деньги. Своевременный контроль за состоянием медицинских аппаратов позволит избежать серьезных поломок и продлить срок его эксплуатации. Считаю, что мы должны готовить собственные технические кадры, чтобы каждый раз не обращаться к специалистам из других регионов, отметил Калиматов.